Друзья, всем привет! Это информационно-музыкальный блог в ритме столицы. Вы на волне 101,4. 5 декабря, сегодня вторник, начало недели почти что. А на часах 11:11. Загадывайте желание, друзья. Сегодня я в эфире, наконец-то, не одна. У меня есть прекрасный гость, наш спикер на сегодня, скажем так. Полина Ханым, исполнительница прекрасных современных песен в стиле босса-новы. Правильно я говорю? Доброе утро. Доброе утро. Полина, как дела? Как творчество продвигается? Не так давно ты была у нас на радио вроде бы, а оказывается давно. Уже столько времени давно, прошло. да. И я думаю, что у тебя уже столько всего произошло, а я не знаю. Ну, произошло, пожалуй, самое главное событие. Мгм. 29 ноября состоялся релиз сингла, макси-сингла, который называется «Казах Босанова». Мгм. Он состоит из 3... Сейчас буду говорить много умных музыкантских слов, но я без них никак не могу обойтись. Это стандарты босса-новы. Мгм. Это песни. Вы можете не знать, что такое босса-нова, самого этого термина, но эти песни вы наверняка слышали. Мгм. Это «Девушка с Ипанемы», это «Карковадо», это песня «Insensitive». И мы сделали уникальную вещь. Мы перевели вместе с Наргиз Макраевой текст этих песен на казахский язык. Мгм. И добавили немножко современного звучания. Получился такой абсолютный музыкальный, межкультурный эксперимент. Вообще традиция переводов джазовых стандартов, она существует очень давно, и это как бы для мира совершенно не новость. Мгм. Есть там «Опавшие листья», да, там «Autumn Leaves», есть джазовый стандарт с текстом Мгм. на французском, есть текстом на английском. И традиция перевода той же самой «Девушки с Ипанемы». Я просто сейчас напою буквально одну фразу, и вы сразу же узнаете эту песню. «Оля, que coisa mais linda, mais cheia de graça». Это песня, которая звучала в бразильских сериалах. Которую все смотрели. Это музыка, которая часто звучит в отеле, в лифте. Мгм. Даже был такой сюжет в «Крепком орешке», что они заходят в лифт, там как бы перестрелка, лифт закрывается, и там играет девушка с Ипанемой. Да. И я знала о существовании текстов, переводов на русский язык, долгое время их пела. Потом в один момент мне стало интересно, а приводил ли кто-нибудь на казахский Мгм. эти стандарты? Мне не удалось найти этих переводов. Я обратилась к Наргиз, и она перевела. Это вот, если, как говорится, длинная история, Ага, коротко, ага, если ага. говорить, да. Я вот хочу нашим слушателям зачитать прям, что такое босса-нова, потому что я тоже не особо, знаете, как бы не Википедия. Босса-нова — это жанр бразильской популярной музыки, представляющий собой синтез местного фольклора и джаза. Пик популярности босса-новы пришелся на 60-е годы. Основоположники — композитор Антонио Карлос Жобин и гитарист Жуан Жилберту. Какие у них Всё имена. правильно. Жуан Жилберто. Антонио Карлос Жобин. Я опять-таки вспомнила бразильские сериалы. В главных ролях, и там вот эти имена непонятные. Полина, как раз до того, как ты к нам приходила, как-то, да, на эфир Радио Астана, у тебя после был концерт. Да, это было в июне. Да, Мгм, это было мгм. в июне, кстати. Как я смотрела все в Инстаграме, было очень так классно, так камерно, скажем так, да, это было в какой-то такой, знаете, в своей обстановке. И люди в эту обстановку как бы тоже вписывались. Не то чтобы люди-слушатели, я думаю, что они целенаправленно пришли, зная, да, слушая, возможно, тебя. И все так было в такой классной, в своей обстановке, атмосфере. Что еще? Чем еще тебе запомнился концерт? Самый частый вообще отзыв о выступлениях, которые я получаю. Мы не знали, что в Астане такое есть. Мгм, Ничего себе, вы там, ну, я коренная астанчанка, Мгм, мгм. а люди так удивляются. Мы не знали, что такое есть, надо же, мы так очень любим босанову. В общем, есть ценители, есть любители музыки. Не то чтобы в Астане, наверное, в целом Казахстане, да? Да, есть. Я вот, если честно, долго как-то жила в этой парадигме, что, это никому не надо, никто не слушает. Мгм. На самом деле много людей есть, которые знают, прекрасно и любят эту музыку. и Да, слушают. я не сомневаюсь в том, что люди любят, слушают, и в любом случае есть, да, свои ценители, но, к сожалению, почему-то вот те, кто в узком жанре поют, будь это даже джаз, Мгм. да, хотя это такой широкомасштабный, да, босса-нова, да, мало кто знает, возможно, там,
и какие-то другие жанры. Почему-то все равно вот они привыкают как бы к своей аудитории, и вот только на них и вещают. Ну, это естественно, но это называется нишевая музыка. Мгм. Мы как бы с этим ничего не можем сделать. Но, Как нишевый парфюм, да? ну, Не, как не все могут нишевый, позволить. да. Здесь не то, что даже позволить, но начнем с того, что музыка — это вкусовщина. Мгм. Я люблю одно, сосед любит другое. Мгм, И как мгм. бы мы с этим, ну, ничего не можем поделать. Это вкусовщина, Мгм. просто есть джаз по определению. Музыка достаточно сложная для понимания, то есть она реально для мозгов сложная. И слушатель должен быть подготовленный, чтобы получать удовольствие от этой музыки. Это не мое мнение, это как бы научно доказанные такие Мгм, факты. мгм. Просто что прекрасно в боссанове, технически, с точки зрения музыки, это сложная музыка. Мгм. Но воспринимается она Легко. легко. Мгм. Кажется, что ну там кто-то чего-то там мурлыкает, мяукает, и вот такой вот курортный вайб, такой вот все сразу же хочется на пляж, Мгм, коктейльчик мгм. со льдом, и все сразу же дольче вита И ни о чем не такая. думать. Да, и мне кажется, есть особенная прелесть в этой музыке, да, потому что даже люди, те, которые не знают, что такое боссанова, могли там никогда не слышать, но они попадают Мгм. на концерты и говорят: я, оказывается, люблю боссанову. Да, да. Я вот про это и говорю, как бы популяризация, да, этого жанра, например, боссановы или того же, вот как я и говорила, джаза, имею в виду, что другие исполнители, которые вот в нишевой музыке, они почему-то вот не стремятся к популяризации своего творчества или вот привыкают вот, как я и говорила, к своей аудитории и как-то вот не идут дальше. Потому что есть, например, люди, которые, может, никогда не слышали и такие, блин, мне нравится, я люблю, и вот прибавляются, скажем так, фанаты, Ну, слушатели. это скорее уже вопрос маркетинга. Ага, Чем, скорее, да, к маркетингу, чем ага, ага. непосредственно к доставлению музыки к слушателю. Мгм. И некоторые исполнители, я так понимаю, вот как раз-таки в нишевой музыке, которая не прям популярна, да, среди массы, скажем так, они все-таки какие-то вот скрытные, не хотят масштабироваться. Я почему это все говорю-то? Если из нас сейчас слушает какой-нибудь исполнитель, да, вот музыки, которая якобы считается непопулярной, пишите, обращайтесь к нам, мы готовы популяризировать, потому что жанров музыки не хватает. Сейчас, ну, я как радиоведущая, у меня нехватка в музыке в плане там того же казахской современной музыки, да, русской, кроме попсы. У нас все, если современное, то это уходит как-то в Ну, попсу. Поп, Да. Поэтому, если есть кто-то, кто, как, например, Полина, да, выбрал свой жанр, любит свой жанр и вот поет или исполняет, или, возможно, сочиняет в каком-то своем жанре, пишите нам, обращайтесь на радио Астана, мы всегда готовы поддержать. Это прекрасно. Я вот сейчас слушаю, сердце мое радуется, потому что, во-первых, я говорю, даже я очень долго жила в парадигме, что это никому не надо, это никому не интересно. Оказывается, это не так. Мгм. Оказывается, есть люди, которые интересуются, и есть и компании, да, и медиа, которые открыты к новым исполнителям, к новым жанрам. И вот, кстати, тоже интересный такой момент. Этот проект реализовался благодаря поддержке фонда имени Нурсултана Назарбаева. Я получила Вау. грант Да, на кстати, тоже реализацию читала на этого. твоей странице насчет Да. гранта. Мгм. На реализацию этого проекта. И это, если честно, в моей жизни тоже такой первый опыт, Мгм. потому что у нас пока государство не выделяет деньги Мгм, мгм. на культурные проекты, на Мгм. какие-то... Ну вот сейчас, конечно, идет немножко развитие креативной индустрии, всех дел, Мгм. связанных с этим, но пока еще очень-очень мало. Мгм. То есть если мы говорим про Запад, то Мгм. там начинающий артист, то есть у него есть просто такой список возможностей, откуда он может получить финансирование Мгм. для того, чтобы снять свой клип, выпустить свою песню. Ну, тебе пока повезло в этом случае Это с только грантом, да? зарождается. Ну, вот повезло тоже, конечно, возьмем в Мгм. кавычки, потому что это был мой не первый контакт с фондом. Я там и в Мгм. прошлом году подавала заявки, и в Ага. позапрошлом году В подавала этом, заявки. в этом году они такие, бери, кшо, В этом году все сложилось, Ага. получилось просто как бы, да, бороться, не сдаваться, да, Мгм, там мгм. защищать свою музыку, просто бесконечно верить. Отлично. Ну, в любом случае, я думаю, что это будет только развиваться.
Ну, то есть это не должно Я останавливаться, уверена, во-первых, да. на месте, Пока да, и даже должно развиваться. первые шаги мы уже видим, все-таки поддержка есть. И от фонда. Кстати, фонд ежегодно проходит конкурс грантов, поэтому, пожалуйста, артисты, все творческие, обращайте внимание. Я, честно говоря, в какой-то момент даже думала, вот, смотрите, я просто прецедент человек. Ну, в смысле, это из разряда то, что поверить. Все равно, вот же, как это существует, не верить, да? Там, Да. Вот наше стандартное, там все решено, там все распределено. Ой, не Вот надо я даже подаваться. Да, я живой пример, что Отлично, возможно. отлично. Супер. Полин, ну давайте тогда мы послушаем вместе с нашими радиослушателями Ипанема ХЗ сразу, да, раз мы про это заговорили. Друзья, пишите свои вопросы по номеру 8 700 101 4000. Қарашы бұл неткен сұлулық, ол неткен нәзік, ол жанымнан өтті суды жағалай, жүрісімен жеңіп мені баурайды. Қаздан Ипанема күніне қызған бұл бейнесі, еріксіз тартады мен көз алмаймын, әлдене қимай әнге балаймын. Жанымнан өткенде айнала гүлдейді шуаққа толып, махаббат әлемді соландырып. Жанымнан өткенде айнала гүлдейді шуаққа толып, махаббат әлемді сұлуландырып. Полина, знаешь, даже вот не хочется включать подложку, вот эту фоновую музыку, потому что она портит уже вот классное такое после прослушивания, скажем так. Действительно, как ты и говорила, уходишь куда-то в чил, скажем так, начинаешь просто наслаждаться музыкой. Она в исполнении тяжелая, как ты говорила, да? Но слушается действительно очень легко, как будто вообще никто не напрягался. Ну, саксофон — это вообще очень классно звучит. Давай в эфире проговорим, кто же этот прекрасный саксофонист. Неспроста здесь саксофон. Большое спасибо Акжолу Исину. В оригинальной записи Гарота Ипанема на саксофоне играет Стэн Гетц. И это величайший джазовый саксофонист американский. И это такой оммаж, наше напоминание, да. То есть, когда мы работали над аранжировкой, я думала, по форме я понимала, то есть здесь у нас должен быть какой-то соло. Но я что-то такая думаю, там что-то из народных инструментов, и как-то не могла все это представить. А потом это вот из разряда, зачем придумывать что-то, когда уже все давно придумано. И когда я
когда я предложила, давайте саксофон сюда запишем, все как бы встало на свои места. Да, Мне кажется, в этом есть это преемственность и сохранение традиций. Мгм. И такая прекрасная изюминка получилась. Ну, для меня он сразу зацепил саксофон. Вопрос от нашего слушателя или слушательницы, я не знаю. Добрый день, Полина, я тоже люблю боссанову. А кого именно вы слушаете? Ну, во-первых, я люблю, то есть, все стандарты, то есть Антонио Карлос Жобим, да, то есть Мгм. это отец-основатель. Кстати, удивительный факт, который не перестает меня восхищать, аэропорт в Рио-де-Жанейро носит имя Антонио Карлоса Жобима. Вау. Представляете, да, какая значимость этой фигуры для страны. Мгм. Я могу слушать просто все подряд, всю классику. Очень люблю Каэтану Велозу. Мгм. Вообще я все-таки играю на гитаре, да, и гитара основной аккомпанирующий инструмент для боссановы. И меня восхищает именно вот эта сама традиция, что человек с гитарой сидит и потихонечку играет, Мгм, как бы не мгм. напрягаясь. Но эти видео, допустим, на Ютубе, если вы откроете, уже такой Антонио Карлос Жобим в возрасте сидит, стадион, пустая сцена, больше никого нет, он один сидит, и стадион его слушает и Вау. поет вместе с ним. Прям мурашки, Да, да? это насколько волшебство. вот Без всё. никаких, да, там Без- 500 музыкантов. Без спецэффектов. LED-экранов, абсолютно, да. света. Мне кажется, вот в этом и есть волшебство музыки. Я услышала как-то фразу, что петь можно и шепча, или как Да. шептая, да, и не обязательно кричать, чтобы петь хорошо, да, Я ещё можно одну тихо очень петь. в и эту дойти. тему одна Мгм. пикантная подробность про Мгм. боссанову. Этот жанр появился в 60-е годы, то есть это смесь самбы. Самбо, ну, мы знаем, да, все представляют Мгм. карнавал, в общем, шикарных женщин в этих не многочисленных костюмах. То есть самбо — это народная музыка бразильская, она очень такая энергичная, очень подвижная, Мгм. да, и есть джаз, смесь самбы и джаза, то есть джазовые гармонии, мелодии и ритмы самбы. Мгм. И когда Антонио Карлос Жобим начал исполнять музыку этого жанра, да, то есть он не вокалист, он композитор гениальный. Но вокальные данные у него, ну, не такие уж себе, да, там шикарные Мгм, какие-то вокальные. мгм. И он вот как бы потихоньку это все. И вот эта тихая манера исполнения, она была абсолютно новаторской для того времени и даже вызывающей. Мгм. Потому что Мгм. даже тогда как бы рецензии писали, что так говорят с возлюбленным в постели, М. но не поют на сцене. Да, 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 да. И для сегодняшнего дня это, мне кажется, такой удивительный факт. Ну, удивительный факт, что это наоборот, да, сейчас. Ну, конечно, в свое время все новое критикуют Да, сразу да. же. Полина, а у нас в Казахстане, вот в целом для наших слушателей тоже, да, чтобы интересно было, у нас, наверное, есть еще исполнители, да, той же босса-новой, даже если не на казахском, то там на бразильском, возможно. У тебя нету в планах с кем-нибудь еще взять кого-нибудь, какого-нибудь исполнителя босса-новой рядом и вместе что-нибудь? Ну, смотри, во-первых, боссанова сама по себе как жанр, Мгм. то есть, ну, существуют песни, ну, у Билли Айлиш есть песня, которая Мгм. называется «Боссанова», не знаю, Мгм. у Зиверт и Басты есть вот это «Небо, та-та-та-та-та-та-та-та», Ага. это тоже боссанова, то есть это жанр, у него Мгм, есть мгм. какие-то жанрообразующие признаки, да, Мгм. там играется так, там темп такой-то, ритм такой-то. То есть это не значит, что, ну, какие-то исполнители, которые 100% своего Мгм. репертуара исполняют только так и никак иначе. Это, ну, как бы вот такой первый момент. А второй, конечно, я всегда абсолютно открыта к любым коллаборациям. И если это видно вообще по всему моему творческому пути, я вообще, наверное, пишусь, пожалуй, на все. За любой кипиш, кроме Потому что, голодовки, да? Да, я верю, что именно для творческого человека это очень важно. Расширять свой горизонт, не останавливаться, да, только в своих каких-то рамках. И в этом всегда есть и просто во взаимодействии с другим человеком, да, с другой персоной, ты как бы сам раскрываешься как личность. Ну, и, естественно, в творческом взаимодействии, то есть когда ты пробуешь там другие жанры, Мгм. другие, просто именно сам процесс творческий другого твоего вот этого коллаборанта. Мгм. Мгм. Это очень как бы вдохновляет, дает новые какие-то силы. Да, просто, как мы до этого говорили, естественно, есть, да, другие люди, есть те, кто любит эту музыку, есть те, кто в этом жанре, скажем так, поют. Но вот было бы не но, а было бы классно, если бы
для меня, я просто представила картину такую, знаете, я сижу на концерте, и там Полина Ханом есть, там есть еще какие-то исполнители. Кого да? бы ты? Я Кого не бы знаю, там? вот именно Давай. что я вообще не знаю. Вот моя проблема в том, Сон что... Паскаль зовем, Сон Паскаль, не знаю, он поет вообще боссанову? споет. Это надо подумать. Я имею в виду, чтобы это был концерт именно этого жанра. И неважно, кто там выступает. Главное, чтобы исполнители были те, которые любят это делать. И все. И неважно, чтобы он был там каким-то супер крутым, мега популярным, чтобы просто вот любил эту музыку, и собрались все такие любители, да, супер исполнители, и дали вот такой большой концерт боссановый и на казахском, и на другом, и на русском. Вот в этом жанре, скажем так. Я уже, видишь, уже наперед все напредставила. Аминь, иншаллах. Так, давай перейдем уже к следующей композиции, да, какую будем слушать. «Энсистен» у нас есть и «Жылусыз». Давай послушаем «Жылусыз». В альбоме она идет второй. И Мгм. эту песню многие знают в исполнении Стинга. Вау. Insensitive. Вау. Да. Давайте послушаем. Сен сыйламадың бір кешіріп жүрегіме нәзік сезім мен тек жыладым махаббатым жүрегімді жаралаған ай айтшы неге болдым қатал сезімге бір берілмей ай мендік жүрек қалай сүймек ол сүйуге шарасыз да қайран жүрек ақыл бөлек мен саған ата боламын мен мұз боп жаралған сені жылатқан мен қайта жалғыз қаламын мен жалынам жүрек жылап кешір деп жалынады айтшы маған бір жалы сөз жүрекке үміт сыйлаған ай
Друзья, информационно-музыкальный блок в ритме столицы продолжается. У нас сегодня в гостях Полина Ханом, прекрасная исполнительница жанра босса-нова, да, первая, которая все-таки решила перевести это все на казахский, на наш родной язык и подарить слушателям все на этом прекрасном языке любви, скажем так. Полин, что дальше будем делать? Что еще? Какие планы? Куда будем идти? Чем будем делиться? Сначала я хочу подарить тебе подарок. Вау! Пока я ушла не и ушла. не забыла, да. Ага. Я хочу тебе подарить подарок. Какая красота! Это Давай. почтовая открытка Вау. с обложкой альбома. Супер. Обложку для релиза нарисовал художник из Бразилии. Рогерио Педро. Серьезно? Да, тут написано. Да. История этой обложки интересна тем, что изначально это была фотография, сделанная нашим фотографом астанинским Олей Тардановой. И я нашла художника из Бразилии. Вот, кстати, к разговору о коллаборациях, о новых каких-то границах. Сначала я просто пробовала писать всем своим каким-то знакомым из Казахстана, связанным с Бразилией, своим знакомым в Бразилии. Я спрашивала, я ищу художника, чтобы нарисовать там обложку туда-сюда. И, как-то не находилось людей, которые были. И потом я просто написала в Инстаграм по запросу Brazilian Visual Artist художнику. Ну, естественно, я посмотрела работы. И так Мне кажется, очень... написать дайрект — это беспроигрышный вариант. Ну, вот понимаешь, нет. Нет? Нет. Ага. Все-таки я много обращаюсь к людям, с разными вопросами, запросами, и люди не всегда реагируют в дайрект. И тем более даже с последними какими-то обновлениями, да, когда сообщения часто куда-то уходят вообще непонятно куда, и если человек их там не проверяет, то можно просто вообще куда-то уйти в Затеряться. пропасть. Да. И поэтому, если честно, вот на этот вариант я ставила меньше всего, что я напишу в дайрект художнику, и он отреагирует. А он, представляете, отреагировал. И я до сих пор, когда эти открытки лежат у меня на столе, я так смотрю и думаю, это вот лишнее подтверждение того, что все возможно. Просто. Это называется «Звезды сошлись». Звезды сошлись, да. Потому что в этой открытке она полностью отражает саму суть релиза, да, вот эта смесь культур, традиций и одновременно современность, потому что работа выполнена, да, в такой, она даже немножко в таком кубизм какой-то в ней присутствует, но и одновременно сразу же читается. И я здесь на фотографии с народными украшениями. Да, это очень... Без близек, прям серьги, да, и все это в таких очень ярких бразильских цветах. То есть... Сочетание такое, что прям смотришь и разбираешь все, знаешь, по крупицам. Так, это здесь вот это здесь такой цвет. Ну, то есть очень хочется внимательно посмотреть, все изучить. Еще гитара такая красивая, да? Тебя нарисовали, и вот это все бразильско-кубинское, плюс с национальными казахскими орнаментами, украшениями. Это просто коллаборация года, мне кажется. Супер. Очень красиво. Вот, а теперь к планам. Какие планы? Планы. Будет большой концерт в конце зимы, также посвященный боссанове, самбе, бразильской музыке. И не только бразильской музыки, но еще и влиянию бразильской музыки на Казахстан, да, то есть на казахскую музыку, потому что я говорю, из меня уже эту музыку не вытащить. Я очень давно и горячо ее люблю. В ДНК, как говорится, да? Реально, в ДНК уже не вытащить. Даже я когда народные песни играю с народниками, ребятами, они так иногда на меня смотрят и говорят, хорошо сама играешь, давай мы просто послушаем, потому что там есть особенности, допустим, народных струй, что я играю на гитаре, не все можно сыграть там, на том же ятагене гармонически. И уже никуда не вытащишь, поэтому я в программу всегда вставляю. Мы добавляем песни, допустим, там, вот на последнем концерте мы играли. Я играю «Бакат Кушагында», но я из нее сделала боссанову, да, то есть там, конечно же, у Шамши Калдаяхова изначально там не было ни гармонии, ни ритма такого. Но вот у меня я ее услышала. И оно вот очень такой яркий пример есть песня «Хурмаш Махан» Кездесумин Хуштасу. Вот это боссанова прям в своей абсолютно классической форме. Да, кстати, вот я сейчас представила ее в своей голове, она у меня прозвучала, и действительно там, да. То есть это она и ритмически, и... единственное, что там мелодия и вокально, она все-таки более восточная. Да, более восточная. Но это вот такой пример
как мы понимаем, как вообще все это объединяется, Мгм, да, что музыка там, которая появилась в Бразилии, да, но она вот к разговору, что есть и у Билли Айлиш есть Мгм, босса-нова, мгм. и у Зиверт есть босса-нова, и у Курмаш Махан есть Мгм. босса-нова. Будет большой концерт. Пока дата у нас не анонсирована, но я думаю, что это будет в конце зимы или в начале Мгм. весны. Будут авторские песни Полины Ханам. Ну, вау. Да, это большой шаг, к которому я готовлюсь. Если честно, эта песня уже вот зимой будет год, как она лежит, Мгм. готовая. Классический случай. Ага. И все не выходит, да. Да, классический случай, абсолютно. Тоже, как некоторые исполнители приходят на эфир и говорят, да, у меня там целый альбом лежит Да, уже год, лежит. все никак не выпущу. Я говорю, ну как вы так можете, талантливые люди? Слушай, есть такая странная штука. Мне однажды фотограф сказала, я свои самые лучшие снимки не публикую. Ага. Я на нее так смотрю, и почему я вот не могла понять. А потом такая сижу и думаю, ну да, я как бы же тоже сижу и Не выпускаешь, да? не выпускаю. Полин, ну, напоследок мы сейчас послушаем прекрасную композицию, еще одну «Insistent». Я благодарю тебя, что ты сегодня пришла, поделилась, да, всем интересным. Я надеюсь, что ты будешь нашим постоянным гостем. Как только новости классные появляются перед концертом, обязательно, я думаю, что мы услышимся еще раз с нашими слушателями в эфире и обязательно придем на концерт, написали. Вау, круто. Спасибо. Большое спасибо за поддержку тебе лично, Радио Астана, и всем слушателям, которые поддерживают, ну, знаете, как это в индустрии принято называть, фрешмена. Да. Спасибо. Вы, может быть, правда не понимаете эту ценность для артистов, но это правда очень важно, потому что каждый просто ваше внимание, там, не знаю, каждый какой-то там репост и комментарий в Инстаграм, это все имеет значение. Да, супер. Полин, всегда готовы поддерживать фрешменов, как ты говоришь. Да, уже мне кажется, все, ты уже не фрешмен. Завязывай. Давайте послушаем прекрасную композицию «Insistent». Полин, спасибо за прекрасное интервью. Мы всегда тебе рады на Радио Астана. Слушатели, не переключайтесь, оставайтесь с нами и наслаждайтесь. Давайте вместе.